Здравствуйте, вы смотрите «Настоящее время», в студии в Вашингтоне Юлия Аппел. Сегодня в программе. В Уфе открылся саммит БРИКС. Эксперты полагают, что Москва пытается создать блок стран в противовес Западу. Одесская киностудия начала собственное кинопроизводство и впервые за много лет снова приносит прибыль. Детский поход на Капитолий. Американские родители требуют более строгих мер экологического контроля. Начинаем с новостей из Праги. Катерина? Спасибо, Юлия. Все события дня в настоящем времени из Праги. Я Катерина Кочкина. Здравствуйте. Греция направила запрос на третью по счету программу помощи в рамках Европейского стабилизационного механизма. Сумма нового кредита пока не называется. Чтобы получить помощь, премьер-министр Греции Алексис Ципрас обещает уже на следующей неделе начать пенсионную и налоговую реформы. Кроме того, завтра греческие политики должны представить Еврогруппе новый план Афин по выходу из кризиса. Я уважаю усилия других стран. Однако ни в одном другом государстве меры жесткой экономии не длились так долго и не были такими жесткими. Не будет преувеличением сказать, что в последние 5 лет моя страна стала настоящей лабораторией жесткой экономии. Всем нам надо признать, что эксперимент не увенчался успехом. Впрочем, европейские политики не разделяют оптимизма Ципраса и напоминают о том, что времени на принятие решения осталось немного. Реальность такова, что у нас всего 4 дня на достижение окончательного соглашения. До текущего момента я не говорил о крайних сроках, но теперь я ясно и громко должен дать понять. Окончательный дедлайн в конце этой недели. Мы все несем ответственность за этот кризис, и все мы обязаны его разрешить. Саммит стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки – откроется в среду в столице Башкирии Уфе. На саммит прибыли лидеры 5 стран-участниц. Завтра официально объявят о создании странами БРИКС нового банка развития с капиталом $100 миллиардов и штаб-квартирой в Шанхае. Таким образом, считают аналитики, Москва стремится показать Западу, что у нее есть альтернативные источники влияния в финансовой среде. Впрочем, некоторые эксперты уверены, России не стоит делать ставку на противостояние членам Большой Семерки. Россия мало чего достигнет, если попытается создать какой-то блок незападных стран против Запада. Никто в этом не заинтересован. Ни Китай, который не хочет свержения существующей системы, он хочет поднять себя в этой системе и изменить эту систему несколько под себя, но он не хочет ее обрушить. То же самое относится к Индии, то же самое относится к Бразилии, к другим странам. На территории бывшей российской военной базы в Вазиане прошло официальное открытие международных военных учений НАТО «Проворный дух-2015». Тысячи солдат и офицеров прибыли в Грузию из США, Болгарии, Румынии, Литвы и Латвии. В качестве наблюдателей будут присутствовать представители Армении и Молдовы. Основная задача учений – отработка взаимодействия во время совместных операций и знакомство с военной тактикой разных стран. В Харькове больше не будут забирать в военкоматы прямо с улицы, пообещал заместитель Харьковского областного военного комиссара. Вместо этого потенциальным призывникам будут вручать повестки и ждать, пока те придут в комиссариат сами. Но доставлять в районный военкомат не будем. Уточнили, да, это военная обязанность такого-то военкомата. Вручили повестку, допустим, прибыть там, через неделю или через 2. Я приблизительно догадываюсь, что 50% минимум точно не прибудут. Больше будем проводить разъяснительную работу. Еще раз объяснять социальные гарантии, права, льготы, денежное обеспечение военнообязанных, которые подлежат призыву на военную службу по мобилизации. Напомню, харьковские правозащитники ранее заявляли о массовых нарушениях в ходе мобилизации. По их словам, чтобы выполнить план, военные вместе с милицией задерживали на улицах мужчин призывного возраста и доставляли их в военкомат до выяснения обстоятельств. Правозащитники и родственники призывников требуют прекратить так называемую уличную мобилизацию. Новая патрульная полиция вышла на улицы Киева. Она заменит привычных украинцам инспекторов ГАИ. Пока реформа коснулась лишь столицы Украины. На очереди Львов, Одесса, Харьков, а затем и вся страна. Авторы реформ рапортуют, что подопечными они довольны. Те не побоялись оштрафовать даже прокурора и народного депутата. За работой патрульных следили и наши корреспонденты.
А на тактическом ремне есть специальные чехлы для газового баллончика, для сменного магазина. А еще у новых полицейских есть пистолеты, наручники, планшет, рация и видеокамера, которую ставят на запись в экстренных случаях. Таких у Валерии Волощук за 2 отработанных смены еще не было. В прошлом эта блондинка, юрист по образованию, работала стюардессой и помощницей народного депутата. Когда тебе государство дает возможность что-то изменить, ну зачем оставаться дома на диване, за компьютером или быть каким-то офисным клерком и думать, ой, а кто же это изменит? Валерию с напарником вызвали на ДТП. Водитель Ланоса говорил по телефону и въехал в стоящую впереди машину. Штраф выписывать не стали, просто зафиксировали факт аварии. Сказали, что сделать, как составить договор с водителем. Все хорошо. В 2 кварталах отсюда вышел из строя светофор. Патрульные помогают пешеходам перейти дорогу. Что делали только Светофор не работал, работал с перебоями, резко переключался с зеленого на красный, с красного на зеленый, одновременно зеленый и у водителя, и у пешехода. А вы его починили только? Не починили, выключили. Чинить пока не очень умеем. За 2 дня работы, рапортуют в МВД, люди стали гораздо чаще вызывать милицию. Связывают это с возросшим доверием. Машины с синими мигалками круглосуточно ездят по улицам украинской столицы. Дмитрий Криштофов ради веры в реформу бросил любимое дело – работу фитнес-тренером. И говорит, пока не жалеет, хотя замечания есть. Ну, так как мы первые, я понимаю, что все для нас не могут сразу сделать. Допустим, форма очень пока что жаркая. Должны выдать нам поло. Там кроссовки, потому что пока что берцы теплые достаточно. Курирует новых патрульных первый замминистра внутренних дел Украины Экас Гуладзе. В 2000-х она проводила реформу полиции в Грузии. Говорит, первыми результатами своих украинских подопечных довольна. Среди прочего, они оштрафовали прокурора и народного депутата. Мне говорил мэр Киева господин Кличко в день, когда они принимали присягу, не обдумываем ли мы какие-то специальные премиальные фонды за штрафование вот таких особо высокопоставленных лиц. Я там сказала, и сейчас повторю, нет, потому что это должно быть рутинной работой. Сама новая полиция, в состав которой должна войти патрульная служба, в Украине еще не создана, пока переходный период. И полицейские в черной форме американского образца пока работают по украинскому закону о милиции. Ирина Клименко, Максим Катренко. Настоящее время. Киев. О чем сегодня говорят по ту сторону океана? Юля, вам слово. Спасибо, Катя. В Хельсинки продолжает работу сессия парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сегодня депутаты обсуждают резолюцию под названием «Продолжение очевидных, грубых и неисправленных нарушений Российской Федерации обязательств в рамках ОБСЕ и международных норм». Сессию освещает наш корреспондент Данила Гальперович. Он с нами на прямой связи из Хельсинки. Данила, здравствуй. Ждем подробностей. Юля, добрый день. Эта резолюция уже принята, за нее проголосовало 96 парламентариев из стран ОБСЕ, 7 были против, 32 воздержались. И я бы сказал, что это очень серьезная новость на пространстве ОБСЕ, потому что резолюция парламентской ассамблеи ОБСЕ сегодня закрепила 2 пункта. В ней говорится, что действия Российской Федерации в Автономной Республике Крым, я сейчас цитирую документ, и в городе Севастополе, а также в определенных районах Донецкой и Луганской областей Украины являются актами военной агрессии против Украины. А также ОБСЕ призвала Российскую Федерацию остановить поставки и перемещение тяжелого вооружения, боеприпасов, подразделений российских вооруженных сил и наемников через российскую границу в Восточную Украину. Таким образом, мы можем говорить о 2 вещах. Во-первых, употребляется уже второй ассамблеей за этот год термин «вооруженная агрессия», и, более того, здесь дается такое определение. И второе – это то, что ассамблея утверждает, в Восточной Украине находятся российские войска. Надо сказать, что при обсуждении резолюции несколько стран воздержалась, и они сказали об этом открыто, это Беларусь и Армения. И несколько парламентариев из европейских стран говорили о том, что несправедливо обсуждать резолюцию в отсутствии России. Но глава украинской делегации в Ассамблее Артур Герасимов говорит, что сейчас Украина противостоит настолько серьезной агрессии, что Европа и остальной мир должны понимать, что это означает.
В Украине находится российское оружие, причем эксклюзивное оружие, которое никому никогда не продавали в другие страны. В Украине находятся регулярные российские войска. Люди на Майдане гибли за европейские ценности. Мы всегда должны об этом помнить. И Украина сейчас сражается с Россией не только за себя. Она сражается и защищает европейские и цивилизационные ценности, давайте говорить. Это свобода слова, это свобода, извините меня, волеизъявления, это свободные выборы, это права человека. Вот за это мы сражаемся. Надо сказать, что резолюция, которая принята сегодня в парламентской ассамблее ОБСЕ, будет включена полностью, как она принята, в текст Хельсинского документа, который завтра выйдет в парламентской ассамблее ОБСЕ. Юлия? Спасибо, Данила. На прямой связи из Хельсинки был наш корреспондент Данила Гальпирович. Правозащитная организация Freedom House сделала заявление в связи с так называемым патриотическим стоп-листом, который сегодня был принят Советом Федерации России. В список вошли 12 зарубежных НКО, в том числе американских, одной из которых является Freedom House. В заявлении говорится: мы убеждены, что Кремлю не следует бояться гражданских прав и свобод. Мы также убеждены, что осложнять работу в России таких организаций, как Freedom House, это ошибка со стороны властей. Если люди обращаются к нам за помощью в продвижении демократии и фундаментальных прав человека, мы сделаем все возможное, чтобы помочь этим людям, кем бы они ни были. Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила во вторник, что внешние хакерские атаки представляют серьезную угрозу американской безопасности и бизнесу. При этом, отметила Клинтон, атаки исходят не только из Китая. Цитата: «Мы знаем, что другие правительства, Россия, Северная Корея, Иран, организовывали эти атаки прямо или косвенно». Конец цитаты. Госдепартамент США подтвердил информацию о задержании около 100 мирных активистов на Кубе в воскресенье. В то же время в ведомстве заявили, что эти аресты не повлияют на процесс восстановления дипломатических отношений между Вашингтоном и Гаваной. Между тем, крупнейшая в мире круизная компания Carnival заявила, что она получила разрешение от властей США развивать кубинское направление. Компания ожидает разрешения от Гаваны, однако планирует открыть рейсы из Майами в начале будущего года. И передаем эфир коллегам в Праге. Катя. В Свердловской области России наконец закончился голодный бунт в одной из исправительных колоний. 500 заключенных в городе Невьянске отказывались от приема пищи 3 суток, требуя справедливого расследования смерти одного из осужденных. Заключенные уверены, надзиратели просто забили его до смерти. С ними солидарные следователи. Возбуждено уголовное дело. В ходе производства неотложных первоначальных следственных действий, в том числе, появились основания полагать, что к совершению этого преступления могут быть причастны сотрудники исправительной колонии. В связи с чем по данному факту органами Следственного комитета также возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», совершенное с применением насилия. Начальник исправительной колонии сейчас уже сам находится под арестом и пробудет там как минимум еще 2 месяца. Встретиться с человеком, который 5 лет провел в Невьянской колонии, удалось нашему корреспонденту Екатерине Пономаревой. Он просит не показывать его лицо и изменить голос. И долго не решался на встречу с журналистами. До сих пор боится говорить о том, что пережил в тюрьме. С погибшим он отсидел вместе 3 года. Спали на соседних койках. О смерти товарища Максим узнал одним из первых. Мне сообщили ребята, опять же таки оттуда, что Акбар-Али забили сотрудники в изоляторе. То есть, и я считаю, информация с их слов это достоверная, да, потому что действительно сотрудники, работающие в штрафном изоляторе, последнее время стали себе очень много позволять. Говорит, надзиратели не утруждают себя долгими разговорами. В колонии используют язык рукоприкладства. Так, одного его товарища силой заставляли работать. По закону заключенный может только добровольно принимать участие в уборке территории или строительстве. Они начали устаивать на растяжке, начали бить, довели до того, что пацан вскрыл себе руки и повешали спиной на решетку. Да, это был август месяц, надели на него, значит, фуфайку, шапку-ушанку на голову завязали, чтобы он об решетку головой не бился. И вот так вот его надели на решку, и он провисел на ней 10 дней.
Таким образом, продолжает Максим, руководство колонии добивалось дисциплины и послушания, в том числе и финансового. Деньги брали буквально за все. Это съемки двухлетней давности. Единственное, что сохранилось в архивах местных телекомпаний. Тогда невьянские заключенные уже взывали о помощи, тоже голодным бунтом. Максим был в числе протестующих. Говорить, тогда мотивы у них были те же, что и сейчас. Но после протеста стало только хуже, а их требования никто не выполнил. Ему тогда повезло, остался цел. Говорить тюремные надзиратели научили одному. Спасение от пыток и избиений за колючей проволокой одно – это выход на свободу. Екатерина Пономарева для «Настоящего времени». В приграничных районах Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана живут тысячи людей, у которых вообще нет никаких документов. Для того, чтобы встретиться с семьями, они вынуждены нелегально пересекать границу. О буднях приграничных невест в репортаже Адилета Бектурсунова. Жизнь Барно – сплошная шпионская драма. Она ловко ориентируется ночью и по окольным тропам ведет сына через границу в Кыргызстан. Незаконно. Обычно проходим через чьи-то дома, огороды. Конечно, не бесплатно. Отдаем по 3-4 тысячи сомов. Барно после замужества переехала к мужу из Кыргызстана в Узбекистан. Тогда, в советское время, границы между этими странами были условными. Пересекать территории можно было, не имея даже при себе документов. После развала Союза, когда страны обрели независимость, пограничный контроль был ужесточен. Барно, вовремя не получив гражданство, стала в Узбекистане нелегалкой. Прожив четверть века без паспорта, она словно человек-невидимка. Я уже однажды попадалась. Продержали в тюрьме 2 суток. Еле откупилась. В приграничных поселках у такой тенденции появилось даже название – трансграничные невесты. Чаще под этим словом подразумевает женщин из Узбекистана, вышедших замуж за граждан Кыргызстана и не имеющих действующих документов. Барчинай Касымова – одна из таких невест. После 5 лет проживания за пределами Узбекистана национальный паспорт без консульской отметки стал недействительным. Легализоваться в Кыргызстане не получилось. Не имея действующего паспорта ни той, ни другой страны, она осталась человеком без гражданства. Мои родители даже не видели своих внуков. В этом доме целое поколение несуществующих людей. Никаких документов ни у отца, ни у матери, ни у детей. Новорожденных с трудом забирали из роддома. В Европе, говорят, даже у собак есть паспорта, а здесь даже у людей нету. На юге Кыргызстана насчитывают более 10 тысяч человек с недействительными или истекшими узбекскими паспортами. Верный путь их к узакониванию специалисты считают необходимость либеральных законов. Иногда пропускаем невесток по свидетельствам о браке или о рождении ребенка. Но, как правило, таких документов многие не имеют. Пока власти решают проблему потерянного поколения, Барно приходится продолжать нарушать приграничные правила. Проведя выходные в родительском доме, она вновь засобиралась в путь по привычному маршруту. Впереди долгая ночь и длинные окольные тропы. Адилет Бектурсунов, Улан Асаналиев. «Настоящее время», Кыргызстан. Время передавать слово коллегам в Вашингтоне. Юлия. Спасибо, Катя. Организация «Американцы за разделение церкви и государства» объявила о начале гражданской кампании «Защити своего соседа». Ее цель – помогать исполнению решений Верховного суда США. Рассказывает Александр Панов. Первое в истории Техасского округа Худ свидетельство о заключении однополого брака. 2 бравых местных ковбоя Джо Степлтон и Джим Кэтта, прожившие вместе 27 лет, столкнулись с нежеланием местного судьи Кэти Лэнг помогать им в получении официального документа. Первоначально Лэнг заявила, что ее религиозные убеждения не позволяют ей засвидетельствовать однополый брак. И только после подачи парой судебного иска она получила от штата долгожданную лицензию. На митинг вышли и сторонники, и противники судьи Лэнг, покинувшей город в связи с поступившими в ее адрес смертельными угрозами. Мы хотим кое-что сказать судье Лэнг. Вы не одна. Что мы хотим? Законного брака. Мы хотим его сейчас. Решение Верховного суда США, разрешающее однополые браки по всей стране, встретило сопротивление во многих штатах. Религия используется как инструмент, как барьер на пути оформления подобных браков и в целом ряде других спорных вопросов. Неправительственные организации, поддерживающие ЛГБТ-сообщество, ожидают, что к этой борьбе подключится и Конгресс.
Организация «Объединенные американцы за разделение церкви и государства» объявила о начале гражданской кампании «Защити своего соседа», цель которой помогать исполнению решения Верховного суда Америки, будь то однополые браки, снятие запрета на аборты или отказ в оказании медицинской помощи по страховке. Доходит до того, что фотографы, пекари, флористы, владельцы отелей отказывают однополым парам в организации свадебных церемоний, а священники и госслужащие не желают их благословлять и оформлять. На сайте нового общественного движения можно найти юридическую помощь. Организация имеет 75 филиалов по всей стране. Многие правительственные чиновники и религиозные группы используют религиозную свободу как оружие против представителей ЛГБТ, право которых вступать в браки подтвердил Верховный суд. Мы живем в 21 веке. Люди имеют право любить тех, кого они хотят. Недавно общественники одержали победу в Алабаме, защищая права 6 однополых пар. Теперь в этом штате будут регистрировать подобные браки. Следующий объект — Техас, где генеральный прокурор штата Кен Пакстон разрешил подчиненным не регистрировать однополые браки, если это противоречит их религиозным убеждениям, и передавать дела другим судьям. Компания «Защити соседа» отправляет во все суды Техаса специальный меморандум о недопустимости отказа в регистрации однополых браков. Практически все республиканские кандидаты в президенты в той или иной форме выступили против решения Верховного суда. Кто-то даже предложил принять поправку Конституции, определяющую брак в США как союз мужчины и женщины. В России вердикт Верховного суда главные СМИ преподнесли как еще одно свидетельство того, что американская цивилизация движется к своему концу, и предположили, что теперь США разрешат им многоженство. В случае полигамии, наверное, можно говорить о нарушении прав женщин, о вреде отношениям между родителями и детьми. В любом случае, суд должен разбираться с данными социологии, психологии и других наук. Мы защищаем равные права людей, и мне жаль, что решение Верховного суда отвергли лидеры некоторых стран, в том числе России. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. В США на экраны вышел документальный фильм «Начиная с этого дня». В ленте режиссер Шерон Шатук рассказала историю ее отца-трансгендера с позиции семьи, которая приняла его решение. Зачастую СМИ умалчивают о многих сложностях, с которыми сталкиваются подобные семьи. Подробности в видеорепортаже. Я помню, как еще подростком во время одного из разговоров с папой он сказал мне: «Шерон, когда ты будешь выходить замуж, разреши мне самому, одетому в платье, вести тебя к алтарю». По словам режиссера документального фильма «From This Day Forward» Шерон Шатук, для нее было важно рассказать свою историю. Пока я снимала фильм, я постаралась поставить себя на место моих родителей, Триши и Марши. Марша, мать Шерон, решила сохранить семью. Теперь ее мужа зовут Триша. Я не могу представить свою жизнь без Триши. Однако, по словам Шатук, все было не так просто. Мама понимает, что когда она идет по улице с папой, держась за руки, они выглядят как лесбийская пара. Мы ссорились, мы много плакали. Марша продолжала повторять: «Я не выходила замуж за женщину, я выходила замуж за мужчину». Детям пары тоже пришлось нелегко. По словам Шатук, общество открыто критиковало Тришу. Это особенно ранило ее младшую сестру Лору. Ты решил стать женщиной, когда я и Лора были такими юными, и я хочу понять, почему. Быть трансгендером – это словно жить постоянно в невидимых слезах, если у тебя нет возможности самовыражения. Шатук отмечает, что трансгендеры ощущают себя родившимися в неправильном теле, и они не обязательно придерживаются гомосексуальной ориентации. Существует разница между тем, с каким полом ты самоидентифицируешься, и тем, к какому полу ты испытываешь влечение. Триша, мой папа, был женат на моей маме, и еще до свадьбы намекнул ей о своих ощущениях. Уже в браке он начал переход к своей жизни как жизни женщины, и это очень трудно. Документальный фильм Шерон Шатук о ее отце как раз исследует все те аспекты, которые ранее не обсуждались публично. Шерон надеется, что ее фильм «This Day Forward» поможет обществу лучше понять трансгендеров и проникнуться сочувствием к ним самим и их семьям. Она также надеется, что пример Триши и Кейтлин позволит другим трансгендерам стать самими собой. И снова эфир из Праги. Катя?
Одесская киностудия после длительного застоя вновь работает на полную мощность и даже снимает собственный продукт. О том, как сегодня выглядит новое украинское кино, в материале нашего корреспондента. Увидеть оригинальные наряды из «Трех мушкетеров», посидеть на королевском троне или, подобно графу Монте-Кристо, быть закованным в кандалы. В музее при Одесской киностудии история советско-одесского кино тесно переплетается с современностью. Многие реквизиты используются и в съемках современных кинофильмов и телепроектов. Вот зеркало, кстати, перед которым мы с вами стоим. Это зеркало из места встречи изменить нельзя, в которое смотрелась подруга Фокса. Лидия Викторовна работала здесь реквизитором еще при Союзе. Призналась, что на каком-то этапе мысленно поставила крест и на своей карьере, и на украинском кинематографе в целом. Теперь же с гордостью показывает нам убранство съемочных комнат в одном из павильонов. Здесь постоянно проходят съемки, телевизионные проекты снимаются. Возрождение киностудии мы для себя начали с того, что сняли короткий метр своими силами Одесской киностудии «Господин рай». Он тоже здесь снимался. Легкими условия работы украинских киношников не назовешь. Госкино не оказывает никакой финансовой поддержки предлагаемым проектам. Кроме того, до военных действий львиная доля заказов приходилась на российских коллег. Сейчас же их на территории киностудии видеть не желают. В нынешних условиях основную ставку одесситы делают на свою кинопроизводственную базу и так называемый копродакшн, когда в производстве одной картины участвуют несколько стран. Единственный выход из той ситуации, в которой находится на сегодняшний день отечественный кинематограф, это копродакшн. Подобный подход позволил из убыточного предприятия с огромными долгами, каким и была киностудия еще в 2012 году, превратить его в конкурентоспособное. Режиссеры со всего мира приезжают сюда за техникой, оборудованием, реквизитом и даже костюмами. Предпринимательский подход не только к созданию фильмов, но и к истории одесского кино. Например, знаменитый павильон, который на заре кинематографа был построен специально для Веры Холодной, превращен в современный шоу-зал для проведения концертов и творческих вечеров. Всеволод Ананьев, Сергей Гончаренко. Настоящее время. Одесса. Передаем эфир американским коллегам. Юлия. Спасибо. Федеральное управление по защите окружающей среды разрабатывает так называемый план чистой энергии. Он включает в себя новые правила и стандарты, которые ограничивают объем вредных выбросов в атмосферу. В США растет число граждан, которые требуют от правительства немедленно принять такие законы. На последней такой акции в Вашингтоне побывала наша съемочная группа. На лужайке у Капитолия их собралось несколько сотен. Однако в организации Moms Clean Air Force более полумиллиона добровольцев. Все они обеспокоены тем фактом, что промышленные выбросы в атмосферу усиливают парниковый эффект и негативно влияют на здоровье людей, в первую очередь детей. Люди, собравшиеся здесь, приехали со всех концов страны, чтобы заявить во всеуслышание: климатические изменения затрагивают не только белых медведей. Они сказываются на всех нас и на наших детях. Процент больных астмой взлетел не только в США, но и в Китае и Индии. Появляются болезни, которых раньше никогда не было. И мы требуем, чтобы правительство приняло меры и позаботилось о наших детях. Каждый пришедший на митинг мог бесплатно получить футболку с призывом очистить нашу планету. Одновременно юные артисты исполняли песни, посвященные защите окружающей среды. По данным правительства США, только из-за последствий загрязнения атмосферы ежегодно в мире 150 тысяч детей испытывают приступы астмы и от 3 до 6 тысяч преждевременно умирают. С этим необходимо покончить, говорят организаторы акции. Мы пришли сюда с детьми, но не для того, чтобы играть в игрушки. Мы настроены очень серьезно. Астматические синдромы, засухи и наводнения – это результат насилия над планетой, которая раньше находилась в абсолютно экологическом балансе. Вы, молодежь, должны начать работать для будущего сейчас, потому что будущих поколений не будет, если мы не начнем сообща действовать сейчас. Активисты движения требуют от властей более активной разработки зеленых технологий и введения жестких лимитов на вредные выбросы, уровень озона и смога. Они приводят следующие выкладки. Чтобы претворить в жизнь комплекс мер, получивший название Clean Power Plan, требуется 8-9 миллиардов долларов в год. Сумма более чем скромная, если сравнивать с другими статьями госбюджета. После того, как все речи были сказаны, песни спеты, а футболки розданы, участники акции организованным более-менее маршем двинулись сюда, на Капитолийский холм, чтобы вручить своим народным представителям плакаты с подписями, собранными в защиту экологии. Теперь слово за законодателями. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон.
Слушать чужие мнения, уважать их, уметь находить общую почву, говорить и понимать друг друга, установить диалог – это основа нашей идеи ненасильственного изменения мира. Так говорит Тенцин Гемцхо, 14-й Далай-лама Тибета, лауреат Нобелевской премии мира. Далай-лама ответил свое 80-летие в Калифорнии. Задув свечу на праздничном торте, Далай-лама пожелал себе и всем людям сострадания. Это самая главная черта в человеке, которая может победить все плохое, существующее в мире. На этом мы закончим нашу программу. Мы благодарим наших коллег в Праге. Спасибо, что вы были с нами. До свидания. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Катерина Кочкина. Всего доброго и до свидания.